На сегодняшний момент около 47 тысяч сообщений мы видим ежедневно, когда мы заходим в сеть. То есть это новости, которые на нас целятся, это различные заголовки, реклама. То есть мы находимся в состоянии потока информационного шума, мусора, да, и в этой связи очень сложно отличать, фильтровать внутри себя, какой контент действительно является для нас полезным, актуальным, а что является простым мусором. Поэтому в рамках каждодневного путешествия можно сравнить современного медиапотребителя с мусорным ящиком, с мусорным ведром. То есть в нас летит огромный хлам вообще различного контента, который на входе очень сложно там рассортировать по полочкам. Как следствие, это приводит к тому, что каждый из нас, заходя в сеть, получает совершенно несметный выбор различных информационных поводов, да, на которые мы либо рефлексируем, либо не рефлексируем. Давайте подумаем, каким образом и кто, собственно, оставляет эти информационные поводы. Понятно, что это медиа. И медиа в данном случае развивает не только бизнес или СМИ в качестве медиа, да, если смотреть, но также медиа позиционируют людей. Вот на данный момент я проехал с мастер-классом по личному бренду уже достаточно большое количество стран и выступал в разных аудиториях, но тема наиболее актуальна именно для бизнесмена, для предпринимателя. Однако для творческой, скажем, прослойки это также необходимо. Я вам сегодня на примерах это расскажу. Нужно понимать, что соединенные устройства, смартфоны, которые вы сейчас держите в руках, да, они соединяют людей. Соответственно, каждый из нас, формируя свою информационную повестку, то есть находясь в этом информационном шуме, становится медиа. Таким образом, планета получила новое явление свободного авторства, которое позиционирует новых людей, которые можно назвать сам себе медиа. В начале вчерашнего дня, об этом уже вкратце говорилось, хотел бы акцентировать, да, что один российский медиа-аналитик Андрей Мирошниченко посчитал, что за 6 тысяч лет письменной цивилизации на планете известно 300 миллионов авторов. То есть, по сути, это все люди, которые оставили за всю историю какой-либо контент. Однако уже в 2017 году доступ к свободному авторству перевалил в 4 миллиарда человек. О чем это говорит? Что за последние 20 лет мы получили невероятный скачок в доступе к публикаторству. То есть каждый из нас сегодня конкурирует друг с другом, а соответственно конкурирует с информационной повесткой международных и локальных СМИ. Другими словами, это называется теория взрывного авторства. Получается, что каждый из нас, выходя в сеть, может формировать контент, который является для пользователя в социальных сетях, в ленте, да, таким же значимым, как и, скажем, новости средств массовой информации, веб-ресурсов или телеканалов. И в этом смысле сейчас для пользователя нет особой разницы, что потреблять, потому что он в основном потребление медиа, да, обеспечивает именно в социальных сетях. Очень важный момент, на который я хотел бы обратить внимание на вас, как фразу озвучил Майкл Голдбахер, это американский журналист, колумнист Forbes. Он сказал как-то, что экономика внимания основана в настоящие дни на звездах. И если в вашей работе абсолютно нет ничего выдающегося, то независимо от вашего трудолюбия вас не заметят, а значит не станут платить за нее больше. Давайте вот подумаем, поразмыслим, да, над этой фразой. Получается, что если сейчас работать много и работать, скажем, на разных работах, да, то это еще не означает, что вы от этого станете намного богаче. Тогда вопрос, каким образом можно монетизировать себя как бренд и что для этого, собственно, нужно? Знаете, вот каждый день, когда мы выходим из дома, мы живем в так называемом стеклянном доме, да? То есть мы оставляем цифровые следы. Когда вы оплачиваете какую-то услугу или товар кредитной карточкой, когда вы регистрируете геолокацию в Инстаграме, вы оставляете каждодневно определенные цифровые следы, которые сейчас можно очень быстро при необходимости отследить. Этой привилегии, например, не было у наших родителей или у наших бабушек, которые могут очень быстро подтереть свою биографию, да, и какие-то отрицательные моменты из нее вычеркнуть. У нас нет такой больше возможности. Потому что как бы вы ни прятались за экраном монитора или своего смартфона, да, рано или поздно о том, что вы делали, узнает общественность. И сейчас вы, если обратить внимание на повестку новостей, да, то вы видите, как гражданские журналисты, обычные люди, формируют контент, прямо находясь в процессе какого-то там события, и этот контент уже залетает на федеральные телеканалы или республиканские телеканалы. Нужно понимать, что если вы строите личный бренд, если вы задумались о создании собственной репутации как инструменте для дальнейшего заработка, как инструменте для проекции своего мнения, вам нужно очень внимательно следить за тем,
где и что вы делаете. Потому что, как правило, публичные люди, да, они очень оберегают свою репутацию, и это практически происходит в любой бытовой ситуации. Вы знаете, у меня есть один приятель в Казахстане, он депутат. И как-то, ну, молодой парень, ровесник, да, и мы очень много вместе с ним проводили время до того момента, как он стал депутатом. Но в какой-то момент, как-то в Астане, мы зашли в один из ночных клубов, где просто он сел и вот как вкопанный на эту кушетку и не стоит. Я говорю, слушай, ну давай как-то подвигаем, ну все, пошли потанцевать, расслабиться. Он говорит, нет, не могу. Я говорю, почему, в чем проблема? Он говорит, посмотри, там вот у нее смартфон, у него, то есть логика людей публичных, да, которые особенно в рамках политических каких-то процессов настроены, да, это обезопасить себя от каких-то компрометирующих фотографий, даже в тот момент, когда ничего страшного не происходит. То есть они сейчас живут этой логикой, и нужно понимать, что если вы ну, в каком-то там веселом состоянии танцуете полуголые на барной стойке, то завтра это может вам прилететь, когда вы будете устраиваться на какую-то работу или когда вы будете расследовать какую-то очень важную социальную тему, и это отразится уже непосредственно на вашей репутации. Примеров масса, и эти примеры иногда просто дискредитируют людей, просто уничтожают их репутацию на корню. Поэтому, когда вы строите личный бренд, если у вас действительно есть такая задача, задумайтесь над тем, что может дискредитировать лично вас. И если у вас вот эти скелеты в шкафу, которые завтра могут проснуться и служить такую трудную службу для вас. Потому что сейчас в рамках вот этого прозрачного стеклянного дома могут контру вытащить в любой момент. Особенно, если это связано с редакционными какими-то там задачами, расследованиями, когда вы пытаетесь найти правду, но при этом сами-то, так скажем, с пушком, да, там в хорошем смысле, то это, конечно, может ударить по всей вашей редакции или по всему вашему материалу. Мы переживаем так называемую революцию белых воротничков. Знаете, в предпринимательстве достаточно большое количество людей, но если еще вчера по опросам, где бы вы хотели работать, который проводился среди казахстанских школьников, на первом месте были такие организации, как Генеральная прокуратура, финансовая полиция, налоговый комитет, что интересно. А дальше шли национальные компании, там а-ля Казмунайгаз. То сейчас люди не хотят себя отождествлять какой-то корпоративной историей. То есть, по сути, они не хотят быть привязаны к какому-то корпоративному бренду и формируют свою сущность. Сущность проявляет себя как бренд самостоятельно. И это очень важный момент, потому что новое поколение, поколение миллениалов, особенно поколение Z, это те люди, которые не хотят развиваться вертикально. Они, знаете, они горизонтально выбрали модель, когда сегодня там 5 дней в неделю он является менеджером среднего звена, там в пятницу, субботу он фотограф, в воскресенье он диджей. И эта модель диктует представителям нового поколения совершенно иной формат жизни. Это жизнь, которая формирует задачу зарабатывать на себя и проецировать себя как бренд. Потому что сейчас это возможно делать без каких-либо больших компаний и просторных офисов. Вы, находясь во фрилансе, не умрете с голоду, если вы умеете хорошо, например, писать тексты. Вы знаете, есть такой гуру в бизнесе, в том числе и по самомаркетингу, его зовут Том Питерс. Он сказал интересную фразу. Он сказал, что все закончилось. Мир, в котором мы, лучшие из лучших выпускников колледжей, зависели от крупных компаний, которые должны руководить, предписывать, контролировать нашими карьерами. И это время закончилось. Все обнулилось, новое поколение диктует новые правила. Тогда возникает вопрос, если мы эгоцентрично хотим формировать свою биографию на фоне развития своих потенциалов, своих талантов, формировать какой-то заработок на этой почве, что необходимо сделать для того, чтобы выделиться? И слово «выделиться» здесь ключевое. Как только вас начнут идентифицировать, вас начнут узнавать, вас начнут воспринимать как некого селебрити или там, человека, от которого зависит смысл и мнение, вы становитесь интересным обществу. А соответственно, кому? Аудитории, да, которая может прийти на ваш медиаресурс, неважно, являетесь ли вы персонально в данном ресурсе или вы представляете, например, редакцию какого-то издания. Давайте разбираться, кому и для чего нужен личный бренд. И проще всего это делать, знаете, на картошке, как ни удивительно бы это звучало. И в этом смысле я бы хотел унестись назад во времена Чапаева. Помните фильм, когда он какие-то сложные тактические действия для своих бойцов объяснял, используя обычный картофель. Да? Вот давайте пофантазируем, что каждый из вас сегодня находится в магазине. Да? Это продуктовый магазин. Какой самый крупный продуктовый магазин или супермаркет в Душанбе? Как называется? Пайка. Давайте представим, что мы все в этом магазине. Мы подходим к витрине, да, и видим на этой витрине картофель.
картофель разделен на две полки. В одной полке картофель и в другой. И этот картофель абсолютно одинаковый. Но вы видите два разных ценника. Сколько стоит килограмм картошки здесь? 400? 4 самона. 4 самона. Хорошо. Вот 4 самона, а другой стоит, например, 6 самон. Вопрос к вам. Какой вы из них купите, если две картофелины из разных полок совершенно одинаковые? 4, конечно. Кто за то, что купить по 4? Поднимите руку, пожалуйста. Если абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые. Поднимите руки те, кто купит за 6. А вы вообще не купите? Почему вы купите за 6? Я подумал, что он более высокого качества. Они одинаковые же. Почему вы купите за 4? Ну, если Потому что мы не ваши. Оставили такую цену, значит, что там есть. Может, он пиво Просто оставил, может, нет, 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 может, еще обычно что-то. переплачивают за бренд, а не за саму. Потому что выглядит как... Суть смотрит девушка. На самом деле, конечно же, если товар одинаковый, ничем вообще не отличается, но имеет разную стоимость, большинство людей купит, который дешевле. Какой вывод из этой басни, да? Какой вывод из этой басни? Вывод следующий, что если нет никакой эмоциональной привязки бренда, то всегда потребитель будет покупать то, что дешевле. Другими словами, если вы никаким образом эмоционально не выделяетесь от других, вы продешевите. Продешевите, я это имею в виду в любых смыслах, да, с точки зрения цены, с точки зрения контента и аудитории. Как вывод, бренд формирует эмоциональную связь с покупателем. Это очень важный момент. То есть если вы формируете личный бренд, неважно чем вы занимаетесь, ведете свой YouTube-канал или формируете свой блог в Фейсбуке или там где-то на блог-платформе, нужно в первую очередь задуматься, какую эмоцию вы даете людям и каким образом у людей вы ассоциируетесь. Да? И в основном люди, конечно, воспринимают личности через определенную эмпатию, то есть через определенную эмоцию. Очень важный момент, на который люди обычно не обращают внимания. То есть, другими словами, уникальные коммуникации делают личность бренда. То есть личность бренда делают не только ваши сильные стороны или не только то, как вы выглядите, а что коммуникации, как вы коммуницируете с аудиторией и что, собственно, эта аудитория видит в вас, когда вас нет. Ну, вот я дальше приведу эту фразу, которая об этом уже более подробно будет говорить. То есть, другими словами, брендинг личности – это работа над коммуникацией. Брендинг личности – это системная работа, когда вы корректируете, файн-тюните в коммуникациях свое позиционирование для других людей. И если я вам задам вопрос такой, кто из вас в течение недели делает хотя бы один пост в социальных сетях? Поднимите, пожалуйста. Спасибо. Один пост, да. Кто делает 3 поста в неделю? Спасибо. Ежедневно. Кто вот постит ежедневно? Видите, остается все меньше и меньше рук. О чем это говорит? О том, что для некоторых людей постить там, в Инстаграме, в Фейсбуке, делиться своим мнением является неким спонтанным решением. Но если вы хотите работать над коммуникацией, если вы хотите проецировать себя как человека, как личность, которая была бы интересна окружающим, вам нужно это превратить во что? В систему. Это система действий, постоянных действий. Нравится вам, не нравится. Есть вдохновение, нет вдохновения. Нашли вы информационный повод, не нашли. То есть это постоянная работа, ежедневная работа, потому что если вы расслабите свою аудиторию, своих подписчиков и будете делать это хаотично, рано или поздно люди просто перестанут вас читать или потреблять вашу информацию, потому что они не будут понимать, как с вами в данном случае коммуницировать. Система в построении личного бренда играет ключевую роль. Давайте посмотрим, что гарантирует успешный персональный бренд для своей аудитории. Во-первых, это, конечно же, повышение узнаваемости. В наше время очень важная метрика, к которой стремятся не только люди, но и международные, локальные бренды. То есть вы можете повышать бизнес, либо узнаваемость своей редакции, своего проекта благодаря личному бренду. Очень важный момент – это лояльность целевой аудитории. Лояльность целевой аудитории всегда дает дополнительные дивиденды. Очень многие люди спрашивают, ну вот у меня есть блог, есть аудитория, как мне зарабатывать с этого? Или каким образом мне начать превращать мои мысли в деньги? Для многих возникает такой вопрос. Здесь очень простое правило. Если у вас нет аудитории, вы не будете зарабатывать. Если вы построили аудиторию на своем канале, блоге, то рано или поздно у вас появятся деньги. Потому что где проецируется аудитория, это превращается в инструмент для заработка.
То есть это создает дополнительную возможность, определенную независимость. Но дело не только в деньгах. Да? То есть вы можете манипулировать общественным сознанием, вы можете сеять смыслы, вы можете делиться своими ценностями, вы можете фокусироваться на каких-то социальных или гражданских инициативах, которые есть непосредственно вашей задачей. Очень часто люди, строя свой имидж, строя свою репутацию в социальных сетях, не задумываются, какая цель. Вот я очень много общаюсь с такими людьми, и когда они спрашивают, какая цель твоего личного бренда. Вот ты пришел, ты хочешь обучаться, задача. И человек начинает плавать. Все, он не понимает. Многие люди это делают для того, чтобы собрать просто больше лайков, там, условно. Да? И это мне жалко смотреть на этих людей на самом деле. Потому что если нет цели, если ваша задача исключительно заключается в тщеславии, просто забудьте эту идею, просто похерьте в своем сознании и все. Потому что по факту вы не приведете свою аудиторию туда, где нет большой идеи. Большая идея, цель должна проецироваться во всем, что вы делаете. Она должна сквозить с ваших текстов, она должна отражаться в вашем виде, она должна читаться в ваших фотографиях. Какая цель вашего личного бренда? Задайте вопрос. И в данном случае очень легко представить траекторию своего развития через две точки, точка А, иногда говорят точка Б. Я бы назвал эту точку Я. Да? То есть, кто вы в точке А? Вот просто это домашнее задание, прям можете зафиксировать себе в смартфонах. Кто я в данный момент? То есть прям пропишите себя с точки зрения коммуникации, позиционирования на данный момент. Что у вас есть? В чем ваши активы? Я сейчас говорю про медийные активы только. Это страницы, это ваши подписчики, это люди, которые вас поддерживают, это лояльность вашей аудитории, это возможность транслировать себя как бренд на массы, на большие массы, которые вы в дальнейшем можете использовать в продвижении, например, ваших проектов, в том числе и социальных. Давайте разбираться, какие типажи личного бренда вообще бывают. Первый – это так называемый личный бренд профессионала. То есть это человек, который делает что-то хорошо, у него это хорошо получается, его признают, им восхищаются. Зачастую это человек, который показывает результативность. Дальнейшая эволюция в развитии – это человек-эксперт. Вот непосредственно вы как журналист зачастую ищете говорящих голову. Я знаю, что эта проблема есть у всех журналистов. Когда нужен срочно комментарий, вы начинаете искать эксперта по тематике. Задумайтесь, как вы находите этих экспертов. Скорее всего, вы начинаете гуглить, вы начинаете искать в поисковиках по ключевым словам с данной тематикой, кто является экспертом, если эта личность не публичная. И здесь закрадывается с другой стороны, да, то есть по ту сторону экрана, определенная философия. Для того, чтобы стать экспертом, вам нужно сделать свой профессионализм видимым. И если это касается медиабизнеса, то этот бэкграунд ваш, да, должен быть тоже видимым. Потому что видимые журналисты сейчас на острие успеха. Посмотрите, блогеры стали современными рок-звездами. Замечаете, что все больше вокруг них крутится мир. Их приглашают в известные телевизионные шоу, ими восхищаются фанатки, они зарабатывают кучу бабла, много путешествуют. Это вчерашняя жизнь рок-звезд. Сейчас ею проживают люди, которые смогли себя правильно упаковать, определить свои цели и скоммуницировать их до своей аудитории. Такие люди, как правило, являются блогерами. Дальше, это трендсеттер. Я сейчас вам привожу такую больше бизнес-модель. Сегодня мы говорили о гражданском активизме, да, то есть если идти дальше, Андрей Мирошниченко в своей теории, он говорил о том, что вот отдельная дорожка здесь есть, да, то есть если ваша история не шоу-бизнес и вообще не бизнес, то многие блогеры уходят в общественно-политическую работу. И, как правило, здесь уже проявляются гражданские инициативы. Почему? Потому что человек несет смыслы, смыслы поддерживаются аудиторией, соответственно, у него есть свое племя, и это племя готово идти за ним в реализации его проекта. Посмотрите, например, как развивалась политическая ситуация в Украине с Майданом, и вы увидите, что первые призывы, они выходили от блогеров, непосредственно за ними шли люди на площадь. О чем это говорит? Что сейчас человек может настолько влиять на свое окружение, как в соцсетях, так и офлайн, что реально он в каких-то плоскостях имеет определенную общественную или политическую значимость. У личного бренда всегда должна быть большая идея. Знаете, в бизнесе, в маркетинге, в рекламном бизнесе, когда мы строим коммуникационные стратегии для крупных брендов, мы всегда в креативе разрабатываем так называемую big idea. Большая идея. В чем заключается большая идея вашего личного бренда? Вашего контента. И насколько синхронизирована эта идея со всеми материалами, которые вы выдаете. И не важно, о чем вы пишете, и не важно, в какой редакции вы работаете, и более того, не важно, в каком медиа вы присутствуете.
В чем заключается ваша большая идея? Задайте этот вопрос себе и постарайтесь на него ответить, потому что это сложный вопрос, и сразу на него вы не вытащите на коленках ответ. Но как только вы разберетесь с этим, да, то вы станете более понятным для аудитории и, собственно, более эффективным для своей ниши. Приведу вам пример, как сейчас в наши дни можно стать брендом, вообще не имея личности, как бы это парадоксально ни звучало. Интересный эксперимент провели два маркетолога в Санкт-Петербурге, Рома Зарипов и Машаня. Они создали так называемый клон успешного старичка. Его назвали Борис Борг, зарегистрировали страницу в Инстаграме, и ребята начали стебаться, но как бы для окружения это не выглядело как стёб, да? То есть они начали позиционировать человека, очень успешного, фотографировали его в дорогих ресторанах, с какими-то красивыми женщинами, рядом с красивым авто, раскручивая аккаунт. Буквально за пару недель аккаунт взлетел до 30 тысяч подписчиков, и в личку этому старичку, Борису Борку, начали сыпаться предложения от известных международных брендов, его начали звать на телевизионные шоу, девушки писали, что не прочь с ним путешествовать, если он оплатит им этот проезд и так далее. Но что было за кадром, под капотом этой истории? А под капотом был человек, старый человек, ну не скажешь, совсем старый там, да, ну прилично выглядящий, из Хима, который жил в однокомнатной квартире, у которого близко не было такого образа жизни, но который просто стал символом вот этой фейковости в Инстаграме, в социальных сетях. Мы часто об этом говорим, когда смотрим на красивых там девушек, которые фотографируют свою несуществующую жизнь. В итоге, да, Борис Борг оказался героем различных телевизионных шоу на федеральных каналах, он снялся в клипах, но при этом ребята ровно через месяц сделали камин-аут. Они рассказали, что нет никакого Бориса Борга, что нет никакой этой премиальной жизни, что это все было выдумано, что все эти костюмы брались в аренду и так далее. То есть они показали, что в наши дни в социальных сетях человек без личности может становиться брендом. Это звучит на самом деле страшновато. Но с другой стороны, это показывает нам возможности современных социальных сетей, как очень быстро можно упаковать себя, как бы это ни звучало цинично, да, и продвинуть для той аудитории, которая вам интересна. Итак, давайте вот так вот с вертолетного вида посмотрим все-таки, какие основные ключевые тезисы представляет из себя личный бренд. Во-первых, это, конечно же, ваша экспертиза. Вам нужно понять, в чем заключается ваша сила именно профессиональная. Во-вторых, это упаковка. Об этом сейчас чуть дальше поговорим. Каким образом недорого либо бесплатно можно упаковать себя так, чтобы стать интересным для других, чтобы, ну скажем, приблизиться к медийности для своей целевой аудитории. В-третьих, это социальный капитал. Я называю это племя. То есть это люди, которые вас поддерживают. Это лояльные ваши подписчики, которые комментируют, которые распространяют ваш контент. У каждого личного бренда должно быть свое такое племя. Ну, для начала это могут быть ваши друзья, родители, я не знаю, супруг, супружница. Спросите всех, кто может распространять ваш контент, потому что по факту, если у вас нет этого племени, то вы никому по большому счету не интересны. Даже если делать какие-то резонансные вещи, которые могут заслуживать внимания больших масс. Четвертое – это медиаактивность. Это вот как раз та система, про которую мы говорили в начале, когда нужно фигачить ежедневно, постоянно работать над своим контент-планом, постоянно определять смыслы своих сообщений и делать это в рамках определенной системы. И пятое, об этом многие не говорят, но я достаточно циничный человек, для меня это важно. Да? Если ты тратишь на что-то время, какие-то ресурсы, то это должно возвращаться в какой-то компенсации. Это монетизация. Личный бренд, он помогает монетизировать. Понятно, все это в рамках ваших ценностей. И здесь, знаете, каждый, например, блогер решает для себя задачу своих ценностей. Например, в Казахстане я вот достаточно тесно общаюсь с ребятами, которые никогда не возьмут рекламу, там, условно, алкоголя, да, в сигаретку, или никогда не будут там, рекламировать игровые автоматы, определенные там онлайн-игры. Это параметр их ценностей, это вот этот мыльный пузырь, в котором находятся их внутренние установки, которые они, по крайней мере, защищают, в том числе и в социальных сетях. Давайте я вкратце расскажу небольшую историю, как я лично осознал силу личного бренда. Она началась у меня в 98 году, и я тогда мечтал, грезил о том, чтобы работать на телевидении. И вот здесь, кстати, кадр моего первого эфира, который я провалил успешно. Это был прямой эфир на телеканале Хабар, одном из больших таких, знаете, национальных каналов в Казахстане. Жутко волновался, но я не понимал, как попасть в ящик. У меня была такая мечта, я хотел попасть в ящик на тот момент, но мне хотелось как-то себя проявить именно в телеке. Ну такой, знаете, может быть, какой-то молодежный максимализм.
И вы знаете, для меня первоначально, когда я начал задумываться о том, чтобы сделать карьеру в журналистике, в телеке, возникали определенные примеры. Но каждый из нас, да, там имеет в голове определенные личности, на кого бы хотелось быть похожим, чьим-то нации хотелось бы подражать, какие-то люди, которые несут очень интересные смыслы. То есть ты хочешь всегда приблизиться к этим людям. И для каждого человека примеры являются очень важным эталоном для формирования своей основы личного бренда. В моем случае, знаете, кто стал этим примером? Это, конечно, очень странно осознавать, и, может быть, даже унизительно немножко, но в моем случае этим примером стал мальчишка, которого звали Андрей. Он учился в музыкальном училище. Это был никакой не звезда, там, не телегерой, а просто парень, который в какой-то один из вечеров мою девушку пригласил на телевидение, и он предложил ей сняться в эфире. Она ко мне подходит как-то вечером и говорит: слушай, ты не против, если там я завтра пойду на съемках поучаствую? Но я знал, что это мечта там, и моя, и ее, и это было круто. Я говорю: ну слушай, как я тебе могу возражать? Иди, конечно, буду очень рад. И она уходит, и проходит какое-то количество времени, потом она мне звонит и говорит: слушай, вот завтра с утра включай телек, и завтра меня с утра там будут показывать. Это Хабар, национальное телевидение, прям вот будь готов. Что я делаю? Естественно, я беру телефон, начинаю звонить своим друзьям, там, родителям, бабушке. Там все смотрим, Нырку будут показывать с утра. Программа «Салем Казахстан», утренний эфир, все круто. Я горжусь, шутка, волнуюсь, с другой стороны. И, вы знаете, пришел этот день, мы там все стали, как идиоты, в 6 утра, включили этот «Салем Казахстан», и ведущий делает подводку, да, к этому сюжету, он говорит о том, что сейчас будет там история. История начинается. Эта история была вот достаточно странная, я сейчас рассказываю, мурашки по коже. Первый кадр, который я вижу полуголого такого кудрявого парня с таким торсом серьезным, и он начинает рассказывать о том, что нужно делать для того, что если вы встретили девушку, и она у вас осталась на ночь, а потом вы хотите, чтобы она осталась у вас на всю жизнь. С этого начинается сюжет. Камера отъезжает, и я вижу свою девушку, которая там под одеялом где-то рядом с ним лежит. Ну, представьте на ощущение. В этот момент там родители все смотрят, все готовились, поднялись пораньше. И по мне, вы знаете, пробежала какая-то молния, думаю, елки-палки. Я ей звоню: ты что, издеваешься, что ли? Ты посмотри до конца все. И там, конец, еще хуже был. Они пошли вместе в ЗАГС, в общем, там крутил он ее, там, в общем, букет издарил. И в этот момент, слушайте, у меня вот этот сюжет, я когда посмотрел, вот, это получается, что вот она пошла к нему, потому что он в телеке, а он в телеке там влияет на мат, я себе поставил задачу, я, окажусь на его месте. Для меня вот этот пример дурацкий, да, он реально толкнул меня вот в карьеру телевидения. И так прошло там 2 года, я действительно оказался на его месте, более того, стал его руководителем, в конце уволил, естественно, его через. Но этот опыт я до сих пор вспоминаю, да, потому что на тот момент это было действительно, знаете, каким-то вызовом, да. Поэтому примеры очень важный момент. Кто является вашим примером, которому действительно вы бы хотели соответствовать? Я вчера вот смотрел фильм о «Новой газете», и я вижу, это же коллекция примеров, это герои журналистики, да, которые вот каждого из них можно разбирать как личность, это действительно очень высокие профессионалы. Второе – это обучение. Когда мы попали на телевидение, первое, что начали с нами делать, нам начали исправлять дикцию. Когда я своей маме и бабушке сказал, что я хочу работать ведущим на телеканале, она сказала: ты что, издеваешься своей дикцией? Она мне рассмеялась, действительно, мне как-то так тоже взбодрило, но с нами очень много работали. Нам рассказывали о том, как держать руки правильно, там, куда смотреть, куда не смотреть, что такое боковое зрение, как суфлером пользоваться. Мы очень много времени работали. И обучение является ключевой задачей формирования личного бренда. Если вы хотите развиваться, то обучайтесь. Вот я сейчас брал интервью у Димы из Казахстана, парень, который создает канал «За нами уже выехали», сейчас один из самых популярных в нише гражданской журналистики, политической. Я говорю: как ты учился, кто тебя научил, кто тебя консультировал? У тебя первый эфир был там 44 тысячи этих просмотров. Как ты узнал это? Я вот снимаю ролики, у меня максимум там 5 тысяч. У тебя 40 с первого. Он говорит: слушай, я просто учился, я постоянно брал из YouTube какие-то примеры, я их нанизывал на свой опыт и постоянно себя усовершенствовал. Но те, кто занимаются YouTube, я знаю, что это возможно сделать. В YouTube есть все, ребята. В YouTube есть абсолютно любые темы, которые вы хотите узнать. В Телеграме, если с YouTube соедините, никакой MBA, никакая докторантура, вот поверьте мне, как доктору бизнес-администрирования, который потратил кучу времени и бабла, там, обучаясь за рубежом, в YouTube есть сейчас намного больше информации, которую практически можно быстро применить.
Третье – это аудитория. Аудитория – это те люди, с которыми вы хотите делиться смыслами. В моем случае, когда я пришел на телевидение, долго работал в утреннем эфире, потом меня схантили на вечерние новости на КТК. КТК – это в Казахстане такой информационный новостной канал с мужской аудиторией. Тогда его смотрели исключительно люди пожилые. И в какой-то момент, знаете, начал наблюдать за тем, что меня начали узнавать какие-то бабушки. То есть, я парень молодой, до 19 лет, хотелось как-то среди девчонок там хвост отпускать. А тут какие-то бабушки, какие-то письма, там, от руки, которые писали там, на остановках. Там, знаете, там выходишь из подъезда, там эти семечки стригут, и они такие: о, мы тебя знаем. Я: слушай, это не моя аудитория. То есть, мне неинтересно работать на эту аудиторию, но потому что у нас ценности разные, у нас подходы разные. И тогда я уволился с телевидения. Дальше, следующий этап, да, формирования личного бренда – это деньги. То есть рано или поздно ты начинаешь об этом думать. В своем случае их всегда было мало, хоть на Хабаре на тот момент платили неплохо, но я начал искать какие-то варианты для приработка. Работал в британских авиалиниях по ночам, там, потом устроился советником по пиар там, в нефтегазовую компанию. И, короче, денег стало много, а времени стало вообще не хватать. Да? То есть, и так получалось, что у меня там рабочий день начинался почти в 4:30 утра, заканчивался он там далеко за полночь. И вот этот график, да, он меня полностью изматывал. Я чувствовал какое-то опустошение, потому что ночью, после того, как мы работали в аэропорту, я еще там подрабатывал водителем, там всех развозил. Ну, короче, полный бред. И в какой-то момент, знаете, у меня в жизни произошла интересная ситуация. В аэропорту, когда я стоял и проверял документы на ВИПе, я встретил оператора с Хабара, который ко мне подошел и сказал такую вещь. Его зовут Дима Куцев, сейчас один из известных блогеров в Казахстане. Он подошел и сказал: слушай, говорит, я все понял. Я говорю: что ты понял? Я говорю: слушай, ну мы ведь сегодня с утра виделись с тобой в студии. Ты там вел новости, да? После этого в 12 часов на пресс-конференцию я приехал делать сюжет, там рассказывал про утилизацию жирного газа в Казахстане, там, и вот нес какую-то там тему за Алау Трансгаз. А сейчас я вижу тебя, и ты стоишь в аэропорту уже в форме британских авиалиний. Я говорю: я все понял, ты из этих. Ну так, вверх показал. Я сказал: чувак, у меня даже рация есть. Дима на это посмотрел и действительно поверил, что я из этих. На самом деле, я просто понял, что если нет фокусировки, если у вас не сосредоточено внимание на определенном каком-то деле, то вы будете разматывать себя, вы будете себя убивать, потому что отсутствие фокуса в итоге оно приводит к тому, что сбиваются приоритеты. Приоритет очень важный момент в личном брендинге, поэтому определите, что является приоритетным направлением для вас. В свое время, тогда я понял, что для меня приоритет это бизнес, связанный с медиа, с маркетингом, и я ушел в эту область и в ней уже там достигал определенных результатов, которые привели там, к лидерству нашей группы там, на коммуникационном рынке. Поэтому вот эта дорожка, да, это непосредственно те этапы, которые нужно пройти человеку, который формирует личный бренд и, собственно, развивает его на основе определенного понятного алгоритма. Есть такое понятие в маркетинге, как top of mind. То есть это то, что ассоциируется у вас прежде всего, когда вы смотрите на человека. Вот, например, если я вам покажу этого человека, что у вас в голове остается? Кто это? Мастер. Ассоциацию. Первое, что в голову приходит. Доброта, помощь, Сердце, благотворительность. доброта, Да. конечно. Это кто? Стив Джобс. Что в голову приходит? Это бизнес, красавчик, инновации. Красавчик. Так, вот этого товарища. Что тут летает? Вот это кто? Анатолий Вассерман. Что первое приходит в голову? Борода. Интеллект, конечно. Гроссмейстер, который там проявил. Здесь что? Эталон красоты. Красота, сексуальность, Красота, конечно. сексуальность. Здесь. Война. То есть вы чувствуете, да, когда вам показывают фотографию, вот этот top of mind, то, что у вас возникает в голове, вот это и есть то образ, который вы... А вот когда Собчак покажет, что у вас в голове происходит? Вот. Собчак, кстати, это интересный случай. Это человек, который формировал свое позиционирование, свой личный бренд как светская львица, а потом этот же бренд перепаковал, да, там уже в кандидата на первый пост России. Это действительно сложная работа. В маркетинге это называется ребрендинг. Когда вы уже понятны и известны с одной стороны обществу, а вам нужно по каким-то причинам использовать другое позиционирование. Очень важный момент, да, на который я хотел бы акцентировать, это сила. Это сила, это ваши сильные стороны. Знаете, большинство людей, они живут в сером мире исправления недостатков, потому достоинства эти мир принимает как должное. То есть если у вас, например, хорошо получалась литература все в школе, родители, скорее всего, вам говорили: ну классно, давай вот я тебе там алгебру сейчас подтяну, давайте педагога там у алгебры дополнительно.
То есть мы так привыкли, да, что если у нас есть какие-то недостатки, мы начинаем их исправлять. Но при этом важный момент, наши сильные стороны мы определяем как должное. И зачастую люди, которые познают в себе сильные стороны, они просто про них забывают. Поэтому очень важно понять свои сильные стороны. Как это можно сделать? Во-первых, это можно сделать через опрос в социальных сетях для ваших знакомых. Вы можете вспомнить прошлое, когда у вас что-то хорошо получилось, и зафиксируйте эту визуализацию в себе. Это очень важный такой психологический момент, который вам поможет. И определите ключевые навыки. Опять же, узнайте их. Это можно сделать через тесты. В интернете очень много тестов. Я, кстати, сегодня, знаете, хочу вам показать, я привез книгу свою, она, правда, у меня одна, но эту книгу я выпустил в прошлом году в Москве, называется «Как заработать на своем имени». И здесь есть ссылка на бесплатный тест по определению сильных сторон личности. Я подарю тому, кто задаст самые интересные вопросы сегодняшний день. Но определить свои сильные личностные стороны, да, это очень важный момент, который вы можете сделать в интернете тоже бесплатно. Поэтому узнавайте, что вас увлекает, что дается вам легко, что заряжает вас энергией, что другие люди считают вашими сильными сторонами, какими навыками вы можете воспользоваться абсолютно в любой ситуации, вне зависимости от контекста. Сделайте для себя, знаете, такой свод-анализ. Вот многие свод-анализы делают в бизнесе. Там, знаете, да, там слабые, сильные стороны, угрозы, перспективы и так далее, возможности. Сделайте это по своей личности. Это очень важно. Эти инструменты и эти подходы вряд ли кто-то делает осознанно. Поэтому запишите, запомните и попробуйте это сделать. Очень многим помогает так называемое колесо жизненного баланса, когда вы расчерчиваете свои приоритеты жизни по ключевым параметрам: здоровье, деньги, гармония, там, отношения, дети и так далее. И начинаете штриховать те стороны, которые у вас развиты сильнее, от 1 там, до 10, а не штриховать те, которые у вас слабо развиты. Если вы такое упражнение будете делать ежегодно, то вы четко поймете, что нужно корректировать в своей личности, в своем характере, и сможете таким образом усиливать свою натуру там, и позиционировать себя. Рекомендую всем вот эту книгу почитать. Называется она «Добейся максимума». Ее написал Маркус Бекингем. Это один из руководителей компании Gallup, которая опросила более 1,5 миллиона человек по всей планете на тему, дают ли им возможность сделать то, что они умеют делать лучше всего. И обнаружила, что лишь 2% на планете Земля люди сказали, что да, мы умеем делать все остальное как бы у нас недостаточно развито. То есть получается, что люди, которые чувствуют себя полноценно на своем рабочем месте, составляют всего лишь 2%. 98% людей считают, что они недооценены, что их потенциал намного больше, чем то, что они делают. И знаете, когда вы себя характеризуете, я вам просто показываю майндмэп Игоря Манна, как вот, например, это один из крупнейших маркетологов России, как он себя раскладывает как личность. То есть непосредственно как творческая личность, как человек семьи, с точки зрения опыта и так далее. То есть сделайте такую карту для себя, посмотрите, где какие параметры вашей личности, да, можно зафиксировать, и как только вы разберетесь в самом себе там, да, или в самой себе, вам будет легче понять, что нужно корректировать и что можно развивать. Очень важный момент, на который я обращал внимание, это приоритеты. Фокусировка на главное. 98% фокусировка на главное. Главный вопрос в этой истории заключается в том, что можно сделать такого, чтобы все остальное стало вообще ненужным и неважным. Задайте себе этот вопрос, отсеките все лишнее, потому что очень часто люди занимаются тем, что забирают, просто воруют время и просто уводят их в какое-то уныние, потому что каждый из нас хочет многого, но очень мало делает. Эта прокрастинация, она является действительно бичом наших дней. Очень важный момент в понимании личного бренда – это охват и репутация. Простой пример. Если я вам скажу, кто такой Аль Капоне, наверняка нет здесь ни одного человека в зале, кто не знает, кто это. То есть это американский гангстер, который умертвил там 40 человек лично. Но мало кто из вас наверняка знает, кто такой Павел Черенков. Хотя это очень известный в своей нише человек, советский физик, лауреат Нобелевской премии. И он делал большой рывок для ядерной физики Советского Союза. А в чем здесь смысл? Смысл в том, что у Аль Капоне огромный охват, но репутация так себе, это убийца. Черенков имеет колоссальнейшую репутацию, известный, большой смысл принес нашей науке, но при этом охват у него маленький. Когда вы формируете свою стратегию, вам нужно задать вопрос, на что вы давите, на охват или на репутацию. Если давите на охват, будьте готовы к тому, что вы идете по лезвию, потому что вам придется очень такими хайповыми способами продвигать свою личность на территории каких-то скандалов, может быть, манипуляций. Это очень важный момент, и здесь многие бегут за цифрами. Хотя действительно очень важным является непосредственно репутация и качество вашей аудитории. Еще одно упражнение, которое рекомендую сделать, загуглите себя. Есть здесь люди, которые это делают. Поднимите руку, пожалуйста.
Все! Красавцы. Что вылазит? Что вылазит? Да я сейчас говорю не про ваш медиа-ресурс, а имя, фамилия ваша. Мы друг друга понимаем на волне. Что выходит? Пожалуйста, кроме блогеров, скажите, что выходит? Статьи. Мои статьи, мои фотографии. Еще что? Фотографии СМИ моих. Есть тут такие люди, у которых ничего не выходит? Слава богу, криминальная хроника. Не делают. Посмотрите, это по сути то, что вы наследили в интернете, это ваш социальный капитал, это ваш интернет, цифровой капитал, который уже можно использовать как эксперта. Поэтому очень важный момент это... Дайте нам секундочку. Но вы это потом сделаете, успеете. Мои социальные сети. Есть, знаете, есть, например, такой ресурс, называется Mention, можете запомнить. Если вы его вобьете, то вы можете сделать подписку, это бесплатная подписка, которая будет выдавать любые материалы, связанные с вашим именем, фамилией, которые появляются в среде на том языке. Да. Есть у Гугла такой инструмент, есть вот Mention. Интересный момент хочу вам показать. Вы знаете, как-то я анализировал Google Trends. Знаете, да, что такое Google Trends? Популярных личностей, персон года в Казахстане. И вроде все были понятны мне, кроме одного. Я нашел парня, которого зовут Нурым Куаныш. Ну, по крайней мере, на тот момент Нурым Куаныш. Я не знал, кто это такой. И мне было интересно, каким образом этот парень молодой, да, попал в персону года по истечению всех результатов за год. И когда я начал раскапывать, кто он, я понял, что этот парень использовал свой один талант. Он просто классно играл на гитаре. У него не было никаких связей там в медиа, у него не было никаких денег. Он просто классно играл на гитаре, при этом он снимался на камеру и выкладывал в YouTube. За очень короткое время популярность его роликов настолько взлетела, что сейчас этот парень является ожидаемым и очень важным гостем на свадьбах в Шымкенте, там он платит много денег, он выступает с Карат Куртасом, с нашей звездой. И, знаете, здесь очевидный пример, как простой человек, да, без каких-либо дополнительных ресурсов, кроме интернета и времени, и то, что он научился использовать свой талант, мог себя спозиционировать на такое большое количество людей и стать одним из самых важных персон года в казахстанском гугле. Еще примеры. Степан Данилов, мы с ним познакомились в Казахстане, он является сейчас ведущим телеканала «Дождь», но интерес к нему у меня возник тогда, когда он в Фейсбуке начал делать свое прямоэфирное шоу. При этом в этом шоу он был сам и ведущий, и режиссер, и видеоинженер. Ну, вы видите, у него студия дома находилась, он там запускал бегущую строку и так далее. То есть он просто системно каждый вечер выкладывал новостные выпуски с себя любимого, разговаривая при этом с участниками, выводил через Skype собеседников и собрал достаточно серьезную аудиторию вокруг себя. Через какое-то время он стал ведущим на телеканале «Дождь», сейчас он уже в Нью-Йорке там вещает для телеканала «Дождь» оттуда. То есть он сделал очень быструю карьеру, и на самом деле очень интересно за ним наблюдать, потому что он является таким достаточно харизматичным и ярким примером. Минаев Лайф. Тоже интересный проект. Сейчас я говорю не про политическую ситуацию, да, там, не про политические какие-то там взгляды. Я говорю про именно как медиаинструментарий. Минаев начал делать свой проект в студии, но вещал его исключительно на интернет. Он звал селебрити, интересных гостей, выводил через Skype любого человека, который хотел задать ему вопрос. И эти вопросы появлялись тут же в реальном времени, когда человек мог спросить там, у его собеседника все что угодно. У кого есть дети, наверное, знают вот этого товарища. Это мистер Макс. Есть такие, кто знает? Не знаете? Но этот человек, это тоже человек. Но вот эти ребята, в общем, они сделали просто какую-то революцию в детском влогинге. Все начиналось с того, что мальчик просто распаковывал яйца, киндер-сюрприз, знаете, и на этом взял огромную аудиторию. Посмотрите, более 2,7 миллиардов, более 3,5 миллиардов просмотров сейчас на YouTube. Огромная монетизация к ним пришла. Просто родители, имеется в виду, они усилили своего ребенка через позиционирование YouTube-канала. Я знаю там 3 продюсерских центра, которые сейчас занимаются с ним в Украине. Это действительно очень интересный кейс, потому что сейчас им уже там профессионально занимаются люди, которые связаны с телевидением. Из Казахстана, например, тоже девочка Женя Гейн. Когда мы делали презентацию Google в Казахстане, мы ее пригласили, она получила премию как лучший бьюти-блогер страны. Развивая свой канал на YouTube. Сейчас Женя Гейн живет в Соединенных Штатах Америки, очень хорошо там себя чувствует, монетизировала свой канал, смогла донести ценность свою, то, что она хорошо умела делать, да, все она хорошо умела там краситься. Но она была одной из первых и очень умело делала, активно делала это в YouTube.
В YouTube вообще очень важна трушность, то есть показывать ту жизнь, в которой ты живешь, без каких-либо прикрас. Это не мои слова, это слова Собчак, когда начинала делать свой канал, она сказала, что самое важное в YouTube это трушность. Поэтому очень часто с Инстаграма, кто приходит в YouTube, у него не работает или у него не работают подходы. Почему? Потому что в Инстаграме, наоборот, все искусственное, все такое красивенькое, а в YouTube аудитория очень быстро это все распознает. Итак, какие шаги, да, можно там озвучить в части построения личного бренда? Значит, первое – это заявление, второе – наименование, третье – позиционирование, обещание, индивидуальность и легенда. Легенда, она тоже важна, почему? Потому что людям всегда нужна история. У многих людей эта история есть, натуральная история, которую можно привести в пример, да, когда там у вас все было плохо, потом что-то случилось, там какая-то была история в вашей жизни, после чего вы вот из этой точки А в точку Б прыгнули, там стали сильнее, крепче и так далее. У некоторых людей такой истории нет, не было, просто вот, не было биографии. Тогда вот подумайте, что, как вы, я сейчас не призываю там придумать ее, совершенно там соврать, да, но постарайтесь сформулировать вот эту легенду, которой можно делиться с окружающими, потому что таким образом вы будете более интересны людям. Вот у каждого человека, я замечаю, особенно известных блогеров, эта история есть, да, то есть, посмотрите, там, Дудя, там, или каких-то там известных еще там артистов, да, они каждый рассказывают. Я не уверен, что эти все истории происходили в их жизни, но однозначно они об этом задумывались, и кто-то им это подсказал, и они ее транслировали. Важный момент – это действие. Если мы рассуждаем, мы теоретики, мы постоянно об этом дискутируем, нифига не делаем, то никаких результатов не будет. Поэтому следующий этап, да, когда вы уже разобрались с своим позиционированием, когда вы поняли свою целевую аудиторию, свои сильные стороны, составьте план. В бизнесе это называется индивидуальный план развития. В индивидуальном плане развития важны 4 аспекта. Первый – это смарт-подход, то есть зафиксируйте цели. Эти цели должны быть измеряемые. Если вы хотите развивать свой YouTube-канал, то какое количество подписчиков у вас должно быть к какому конкретному числу? Замерьте это. Второе – список целей на 3-6 месяцев. Вот эти стратегии там, на 5-10 лет, они сейчас не работают. Поэтому составьте себе план на 3 месяца и на полгода. И просто сверяйте факт к плану. Третье – это ориентир в цифрах и в фактах. Когда вы говорите, я хочу быть популярным или я хочу быть значимым для аудитории, никогда этого не произойдет, потому что это невозможно померить. Как можно померить вашу популярность, если вы сами не определили критерии для измерения? Последнее, это, конечно, вот постоянный регулярный анализ. Да? То есть нужно постоянно приходить к тому, что происходит с вами в конкретный отрезок времени. Ядро личного бренда выглядит следующим образом. То есть у вас должна быть экспертиза, об этом мы говорили, у вас должна быть системная работа, то есть что вы делаете ежедневно, вы должны понимать свою целевую аудиторию, иметь ее, должны понимать свой продукт, что вы конкретно людям несете или продаете, и должна быть упаковка. Давайте разбираться по очереди. Целевая аудитория. Вы знаете, в рекламном бизнесе для того, чтобы сформировать рекламную кампанию, мы всегда запрашиваем первоначально бриф. Бриф – это вопросник, в котором вы определяете ключевые моменты, связанные с вашим продуктом, в данном случае с вами. Поэтому забрифуйте в первую очередь себя. Определите свою целевую аудиторию, прям составьте ее так называемый аватар. Потому что потребители, они... Да, вот здесь. Супер, спасибо. Не все потребители, знаете, они одинаковые. Вот некоторые люди считают, что вот если ваша целевая аудитория, там, женщины 18-65 вам говорят, то знаете, что перед вами стоит непрофессионал. Потому что нет такой женщины 18-65. Есть женщина 18-23, есть женщина 23-27 и так далее. Сейчас в среднем шаг 4 года, когда ценности и медиапотребление людей меняются. Поэтому определите ядро. Если вы хотите работать для всех, быть интересным всем, у вас этого не получится, к сожалению. Потому что вам нужно сконцентрироваться на какой-то одной ключевой группе и понять, какие потребности и боли у этой группы есть, которые вы можете решить. При этом, знаете, здесь очень важно знать вашего потребителя не только в лицо, но и покопать глубже. Задайте такие вопросы, да, вот конкретно тем, кто сейчас запутался в целевой аудитории вашего ресурса или своей целевой аудитории. Задайте вопросы, какие ключевые ценности у моей целевой аудитории. Очень важный момент. Второе, какие у нее боли, что их волнует, что им мешает спать по ночам. Да? Вот конкретные вопросы, которые следует задать по поводу своей целевой аудитории. Какие у них психотипы, какие привычки в медиапотреблении в течение дня, например. Как они ищут информацию, какие ресурсы они для этого используют. Какой предпочитаемый контент у них, да? Время потребления контента, основные потребности. Вот эти вопросы становятся важными. Если раньше бриф состоял из 10-15 вопросов, этого было достаточно, ну там, демографические признаки, там женщина-мужчина, где живет, сколько лет, какой социальный статус. Все достаточно. Сейчас нифига не достаточно.
Сейчас нужно заполнить порядка 40-60 вопросов, чтобы покопаться поглубже с тем человеком, которого нам интересует. Поэтому следует создать так называемый портрет целевой аудитории. Вот в рекламном бизнесе мы даже делаем такие штуки. Мы берем доску и вырезаем из журналов различные картинки, которые соответствуют образу жизни того или иного нашего потребителя. Попробуйте это сделать. Повесьте в редакции, например, своей эту доску и попробуйте картинками изобразить, кто вас читает, смотрит, слушает и так далее. И вы увидите, что этот человек, возможно, тот, которого вы не знаете. У нас были ситуации, когда мы приводили к нашим клиентам какую-нибудь там бабу Жанну, да, из микрорайона Сайран. И говорили, вот ваша целевая аудитория, посмотрите, вы нам в брифах ее показываете, вы нам прописываете ее в ваших вопросниках, вот она как выглядит. И зачастую рекламодатели с нами соглашались, наши клиенты, они думали, что их целевая аудитория одна, а по факту оказалась другая совсем. Поэтому прорыть вот эти инсайты целевой аудитории становится очень важно. Мы анализируем очень детально каждую целевую группу. Мы смотрим аффинитивность, то есть интересы этой целевой аудитории в рамках огромного количества факторов. Этой работой занимаются медиа-агентства, да? То есть какое образование, какой пол, замужем, не замужем, какой уровень дохода. Это все имеет значение, потому что чем точнее вы определите этот портрет, тем быстрее вы достучитесь до сердец ваших любимых потребителей. Сегментирование аудитории происходит еще и внутри по социальному статусу. Какой функционал на работе, да, там, какой уровень дохода по АБЦ и так далее. То есть вот все эти вещи, они даются исследовательскими компаниями. Когда реклама, например, выстраивается на телевидении, да, то вот эти данные отгружаются через TNS Gallup в медиакомпании, медиаагентства, которые в дальнейшем их уже прорабатывают и строят так называемые медиа-миксы и планы, по которым проходят рекламные акции. Целевой аудиторией можно заниматься в рамках вот этих этапов. Первое, вам нужно понять портрет вашей целевой аудитории через исследование. Второе, сегментировать. Целевую аудиторию обязательно нужно сегментировать. Вы выработать прям несколько аватаров, несколько портретов, назвать их, назовите их. Прям конкретное имя дайте этому человеку. Посмотрите, какие у него барьеры. Что мешает этому человеку потреблять ваш контент, например. Что его останавливает, с чем он сравнивает, какие у него страхи есть. Да? Следующее, это инсайты. Что такое инсайты? Инсайты, когда человек что-то решил в голове, да, но это не произносит никогда. Вот на инсайтах строится весь креатив. То есть, когда вы видите какие-то креативные компании, да, там, или билборды, знаете, что это была проработка инсайтов целевой аудитории. Таким образом действуют международные корпорации. Следующий момент. Когда вы определили целевую аудиторию, определите свою нишу. Здесь правило оно одно, но очень простое. Чем уже ниша ваша, тем лучше. Еще раз. Чем уже ниша, чем меньше людей в этой нише, чем эти люди более схожи друг с другом по каким-либо критериям, тем лучше. Почему? Потому что для этой ниши аудитории, для этой ниши там, вашего влияния вы можете стать первым. Стать первым для всех может только Первый канал. Позиционирование. Здесь очень важно понять, знаете, что в чем заключается ваше эксклюзивное преимущество. Тоже очень важный вопрос, который мы редко задаем сами себе. В чем мое УТП? Попробуйте найти 20 отличий, домашнее задание, прям напишите себе 20 отличий, чем я отличаюсь от всех остальных. Я, знаете, что скажу? После 6-8 у вас мозг кипит. Но, когда вы будете подходить там после 15-16, вы поймете, что это то и есть, что отличает вас от всех остальных. Потому что вначале вы будете писать какие-то очень обычные слова. Я ответственный, я добрый. Это личные профессиональные качества, потому что не внешне. Может быть и внешне. Почему? Вы что так внешность свою недооцените? Внешность может вообще стать эталоном вашего личного бренда. Постарайтесь раскопать все, чем вы отличаетесь от других. Вообще в бизнесе, в маркетинге на MBA учат вот эти УТП находить до 80 в каждом бизнес-проекте. Кстати, это правило вы можете отнести к своей редакции или где вы там работаете. Попробуйте проанализировать, чем ваша медиа, например, отличается от всех остальных и в чем ваше УТП по 80 критериям. Для бизнеса да. Для бизнеса да. И поверьте, когда вы будете подходить там к 50-й, 60-й позициям, вот именно это и является вашим важным. То есть вот именно на это и есть смысл продавливать. Потому что вначале, очень кажется просто, на самом деле это очень сложная задача. Конечно же, важно изучать своих конкурентов, определять, как они двигаются, в чем их заключаются стратегии. Будьте начеку. Вы знаете, у нас
часто очень в рекламе мы, когда строим коммуникационные стратегии, мы всегда очень большой блок посвящаем конкурентам. Не изучив целевую аудиторию, не изучив конкурентов, ты не можешь выдвигать какой-то свой информационный продукт на рынок сейчас. Потому что человек должен понимать, в кого ты целишься. У нас был такой шеф, Джефф Бейкер. Он работал в американском офисе компании, в которой работал 4 года. И он как-то говорил, что раньше достаточно было компаса, чтобы определить, в чем твоя стратегия. Ну что такое компас? Когда ты видишь, что происходит и куда идти. А сейчас компаса уже недостаточно. Всегда в одной руке у вас должен быть компас, в другой руке у вас должен быть радар. Что показывает радар? Как действуют окружающие? То есть, что происходит рядом? Вот ваша точка, а что рядом? И только вот эти два символа, эти два артефакта, радар и компас, смогут выстроить вашу профессиональную и личностную стратегию. В рекламе очень часто мы используем такой термин, как территория позиционирования. Это то, чем отличается один бренд от другого. В чем заключается ваша территория позиционирования и какие территории позиционирования уже заняты. Очень важный момент, кстати. То есть, грубо говоря, если сейчас в России найдется молодой человек, который очень похож на Дудя, и он будет брать интервью и пытаться занять его нишу, но вряд ли у него это получится. Вот именно для этой аудитории, именно в таком же стиле. Почему? Он уже есть. Территория занята. Именно эта территория занята. Но если этому человеку будет там лет уже, не знаю, 65, он будет опрашивать своих ровесников в каких-то модных студиях, возможно он добьется успеха, потому что та территория, возможно, еще пока свободна. Поэтому здесь очень важно поискать, да, вот эту территорию и прощупать, где вы можете себя реализовать более эффектно. И одна из фраз, которая мне очень нравится, я озвучил «Самый богатый человек на земле» Джефф Безос, он сказал, что персональный бренд — это то, что люди говорят о вас, когда вас нет, когда вы вышли из комнаты. Задумайтесь, да? Вы помните вот эти мемы? Ожидание и реальность. Что я думаю о себе и что другие обо мне думают. Что люди говорят о вас, когда вас нет в комнате? Какое вот этот top of mind? Какая территория позиционирования о вас как личность? Вот посмотрите, как играет с образом тот же Дудь. Он подчеркивает во всем, не только в своем стиле общения, но и стиль своей одежды, логотипа, прически. Он забивает колышки в этой территории позиционирования и делает очень такой очень искусный. И у каждого человека, который в медиаполе работает, эти колышки свои. Например, мной, честно говоря, очень уважаемый журналист Сергей Доренко, да, к сожалению, которого не стало. Посмотрите, как он себя позиционировал. То есть, если Дудь — это такой хипстерский стиль какой-то ведения, то у Доренко он брутал, он на мотоцикле, он в кожанке и так далее. У него и очень хлесткие были те эфиры на «Говорит Москва». Да? То есть он бил в другую аудиторию, в аудиторию интеллектуалов. Когда слушали его эфиры на «Говорит Москва»? Да, конечно. Если вы слушали его эфиры, вы, наверное, слушали, кто звонит на эту радиостанцию. Я был в шоке, откуда столько интеллектуалов с утра просыпаются, чтобы послушать Доренко. Мне было интересно слушать одинаково тех людей, которые комментировали, заходя в прямой эфир с телефона, так же, как и самого Сергея. Это значит, он таким образом сформировал вокруг себя комьюнити вот этих людей, да, которые к нему как к магниту прилипли. Ну или там, или Малахов, да, то есть такой более такой масс-маркет образ такой, красавчик, женщина любит. То есть он это подчеркивает в своем стиле, в галстучках, в прическах, в костюмах. Вот это очень важная фраза. Кстати, все, кто конспектирует или фотографирует, сфотографируйте. 2 слова всего лишь вам нужно вставить, но эти 2 слова являются основой вашего личного бренда. Фраза очень простая. В рамках позиционирования вам нужно ответить на следующее. Да? Я помогаю людям делать что-то, чтобы они достигали чего-то. Очень важный момент. То есть как только вы для себя поймете, что вы помогаете делать людям и что с этим знанием там, или с этим контентом люди могут достичь, ваш контент, ваше позиционирование, оно может намного-намного стать эффективнее. Сегодня мы говорили с кем-то про персональную доску почета. Это тоже очень интересная такая аллегория, да, когда у вас в жизни есть много моментов, ситуаций, когда вы были вот под лучами славы, когда у вас делалось что-то хорошо, вы чувствовали себя в состоянии потока. Визуализируйте эти моменты. Представьте такую виртуальную доску почета, да, когда у вас все было классно, и постарайтесь эти проекты на ней вытащить. Это те ситуации, которые завтра могут стать основой вашей легенды и, по сути, дает вам возможность о них рассказывать окружающим, делиться, там, разбивать их в истории и так далее. Людям всегда это интересно будет слушать, потому что здесь вы это пережили лично, и это был, ну, скажем, такой успешный кейс.
Переходим к упаковке, я буду уже ускоряться. Первое правило. Если ты не транслируешь свои идеи в интернете, то для большинства современных людей это означает, что этих идей у тебя нет. Правило нового времени. Если вас нет в интернете, если вы не транслируете свои идеи в интернете, то для большинства людей это означает, что у вас нет и у вас нет идей. Как бы вам это нравилось, не нравилось. Поэтому думайте о том, что вы транслируете в соцсетях там, или на ваших ресурсах. Очень важный момент, который используют многие психологи, elevator speech, это заготовки. Да? То есть это определенные шаблоны, которые нужно проработать для того, чтобы вовремя себя успеть презентовать. На самом деле есть три ключевые заготовки. Одна называется дескриптор, вторая заявление, третья манифест. Дескриптор — это короткое ваше представление, а-ля 140 символов Twitter style. То есть когда вам говорят: ну, здравствуйте, вот там, Сергей, заходите. Вы кто, кстати, чем занимаетесь? И в этот момент заготовочка работает. Что-то быстро вы должны сказать, что вы, кто вы и какую ценность можете этому человеку принести. Очень важный момент, кто вы и какую ценность вы можете, какую пользу вы можете принести человеку. Если вы построите по этой линейке свое позиционирование в дескрипторе, люди вас запомнят. Заявление — это когда у вас есть немножко времени. Вышли кофе попить сейчас, познакомились. Ну там кто-то, расскажи о себе, у вас там есть 2-3 минуты, там вы начинаете рассказывать. Это история о вас в 2-3 минутах. Лучше всего ее прописать отдельно, выучить, запомнить и всегда пользоваться. Манифест — это когда вас выпускают, вы уже выпускаете хвост свой, да? То есть вы можете рассказать себе долго, вы там начинаете вспоминать, там у вас какие-то там заготовки, идеи и так далее. Но большинство людей делают это неосознанно, спонтанно, интуитивно. Но лучше всего, конечно, подготовиться и просто выучить, чтобы в нужный момент использовать эти заготовочки для своего окружения. Когда вы строите свой бренд, вам необходимо создать персональную бренд-платформу. В чем она заключается? Она заключается в каналах коммуникации. В медиа мы называем это медиамиксом. То есть это некая там экосистема, в которой есть инструменты как онлайн, так и офлайн. В онлайне что это может быть? Это блог или ваш сайт, это могут быть соцсети. Очень хороший, кстати, инструмент SlideShare, кто не использует, кто выступает на конференциях, я знаю эту социальную сеть, где можно делиться различными презентациями. Это видеозаписи, вебинары, семинары, СМИ в интернете, различные чаты. В офлайне это выступления на конференциях, это ваши какие-то тренинги, личное общение, если у вас бумажные есть книги, СМИ и так далее. То есть используйте весь инструментарий, потому что фактически каждый из них, каждый из этих инструментов работает на ваше имя. Вот когда мы строим экосистему, да, для крупных международных брендов, это выглядит примерно так. То есть все медиа, они делятся на 3 типа. Bot, то есть то купленные, то, что вы покупаете, за что вы платите деньги. Own, то, что у вас есть свое и бесплатное. И earned, то, что вы получили. То есть вы за это деньги не платили, но это тоже так называемый word of mouth, да, когда люди о вас говорят, продвигая вас как имя. Эта карта позволяет настроиться и достаточно эффективно выстраивать свою стратегию на основе вот этой всей экосистемы. Кому она нужна, в шаблоне, найдите меня в Фейсбуке или в Инстаграме, я вам ее скину. Сайт. Сайт сейчас нужен любому уважающему себя человеку. И один из трендов, который мы сейчас наблюдаем, это тренд упрощения. Не нужны никакие большие сайты, там, с параллаксом, открывашкой, ничего это не нужно. Все очень просто. Делайте одностраничник, его называют пуля. Очень простой сайт, он бесплатный. Вы можете его сделать на конструкторе Tilda, где есть... Ой, что-то там нажали. Да, если можно, верните то, что есть. То есть это конструктор Tilda. Я не знаю, слышали, не слышали о таком? Он очень простой, и один сайт вы можете сделать на нем бесплатно. То есть вы можете там полностью проработать там, отзывы, не знаю, там, портфолио свое выложить, краткое описание и так далее. Визитные карточки, они еще живы, их нужно брать с собой. Сейчас, конечно, очень многие люди, особенно на диджитал-конференциях, считают мавитоном обмениваться визитками, потому что у всех есть Инстаграм или Фейсбук. Но тем не менее, визитные карточки — это то, что остается у человека. Обязательно на этой визитной карточке нужно отразить вашу уникальность. Сделать ее тоже интересной. Пусть она будет неординарная, может, какая-то будет там круглая или какая-то угловая, чтобы люди вас запомнили. Как? У вас есть? Визитка есть. Покажите. Ну, ее с собой, к сожалению, нет. Что я не взял? У меня, знаете, уникальность в чем заключается? Я все визитки, я свою визитку сделал в одном дизайне, но я ее сделал разных цветов. И когда я прихожу, одному человеку я даю синюю, другому красную, она везде одинаковая. Люди все спрашивают, почему тебе красную, почему не синюю, в этом какой-то смысл там начинает искать. На самом деле, просто игра будет дизайна. Потом, если интересно, я вам дам.
Есть электронная подпись, да? Сервис называется WiseStamp. В электронной подписи, кстати, классный инструмент для распространения своей информации. Вы можете привязать все социальные сети, ну понятно, там телефоны, но вы можете сюда зафигачить ваш, например, последний пост в Твиттере, в Фейсбуке, в Ютубе. Вы можете сюда повесить баннер с рекламой вашего последнего, я не знаю, интервью, например. Да? Когда вы общаетесь в почте, эти инструменты, они очень хорошо обращают на вас внимание. И люди через клик там, могут сразу напрямую попасть на ссылку, которую вы хотели поделиться. Да? Тоже достаточно удобно. Есть такой, знаете, ресурс, он называется Envato Market. Я не знаю, есть ребята, кто его использует здесь. Всем рекомендую, потому что это платная библиотека, сразу хочу сказать, но стоимость там очень невысокая. Там можно покупать шаблоны видеороликов, сайтов, различных заготовок в 3D. Средняя стоимость там 3, 5, 10 долларов. Но, например, за 12 долларов вы можете купить шаблон офигительного ролика, уже готового, или вам просто нужно там, вместо титров поменять названия там какие-то. Это сейчас делает, как сегодня сказали, это сын подружки вашей мамы. Вот, вы тоже можете к ней обратиться. И на самом деле это очень просто изменить. Но покупая шаблон там, за 12 долларов, да, вам не надо нанимать какой-то видеопродакшн, там, готовить сценарий и так далее. Они уже готовы. Огромное количество, десятки тысяч шаблонов, которые доступны. И все эти шаблоны, они лежат по категориям, там, и видео, аудио, графики, веб-темплейтов и так далее. Ну, просто запомните вот этот ресурс, достаточно пригодится вам. Ну и напоследок, управление хайпом, да, то есть меня просили тоже об этом рассказать. Я вкратце хотел просто озвучить формулу, которая сейчас работает в наши дни и пользуются многие и блогеры, и хайпажоры, как мы их называем. Она простая. Для того, чтобы сделать свой контент вирусным, нужно использовать всего лишь 4 момента. Да? То есть вам нужно, первое, определить, в чем заключается парадокс события. То есть определить какой-то парадокс, что-то необычное. Да? Второе, нужно привязаться к повестке дня. Чем свежее событие, тем лучше. Третье, дать ценность. И четвертое, сделать call to action, то есть сделать призыв к действию. Если в вашем посте, в вашем сюжете есть 4 вот этих составляющие, то очень большой шанс, что ваша новость попадет в вирусную. При этом нужно понимать, что хайп — это всегда 50% негатива и 50% позитива. То есть все осторожные, скромные, которые боятся там, чужого мнения отрицательного, готовьтесь к тому, что вас будут критиковать. Потому что где нет критики, где нет негативного мнения по хайповым новостям, там нет и хайпа. При этом нужно понимать, что критика в размере 15% считается нормой. Все, что выше, уже задумайтесь там, на чьей стороне, на белой или на черной. Есть очень, знаете, такой момент, который интересный, который больше относится не к СМИ, а к блогерам. То есть я вам просто расскажу с другой стороны, да, как цепляются к вашим новостям и продвигают блог-платформы. То есть есть такая практика, называется newsjacking, или там, продвижение на чужих новостях. Заключается в следующем. Блогеры цепляются к новости, которая на тот момент опубликована. В данном случае нужно очень вовремя найти там, тот момент, когда новость только на взлете находится. Да? В пике человек, в данном случае блогер, собирает всю активность и охват аудитории, после этого новость устаревает, и, соответственно, он откалывается. То есть, таким образом, даже не сформировав собственную новость, многие блогеры используют эту модель для того, чтобы получить вот этот хайп. При этом они используют 3 тактики. Да? Там, это момент, когда они просто об этом говорят. Это обзор, когда они уже констатируют факт. И третье — это анализ. То есть они берут ситуацию раскрученную, начинают анализировать ее. На всех 3 этапах можно собирать очень большие аудитории. Эта модель, она сейчас очень рабочая, там, да, и многие сделали на ней достаточно серьезные цифры трафика. Где брать эти новости, я думаю, все прекрасно знаете. Первый инструмент — Яндекс подбор слов. Если вы не оптимизируете до сих пор заголовки по подбору слов для целевой аудитории, обязательно это делайте. Потому что по подбору слов, вбивая ключевое слово, например, в Яндекс подбор слов, вы поймете, какие популярные слова использует ваша аудитория рядом с этим словом. Как только вы начинаете эту модель перекладывать в заголовок, вы получаете дополнительный органический охват трафика к своим материалам. Google Trends очень хорошо тоже использовать и актуально. Можете смотреть, какие события наиболее популярны были там, в прошлом месяце, в прошлом году, смотреть динамику, каким образом аудитория реагировала на те или другие поводы, и также их применять в своей информационной повестке. Многие пользуются в Казахстане у нас сайтом Mediametrics, когда мы видим на одном табло там, сразу топ новостей за последние 10 минут в режиме реального времени, тоже ресурс бесплатный. Не знаю, в Таджикистане есть? Работает. Есть. Но работает лучше смотреть российскую Mediametrics, потому что казахстанский немножко там не настроен алгоритм. Мы используем его в своей работе, в новом репортере, мы связывались с российским и с казахским офисом, они рекомендуют использовать российский сервис. Ну да, там единственное, не будет локальных новостей.
там есть локальные новости. Мы делаем их То есть заходить через РУ, а потом переходить на Казахстан? Да, то есть там наверху есть выбрать, можно Казахстан, окей. Таджикистан, Не знал. Кыргызстан. Мы раз в месяц на новом репортере делаем обзор, подборку 15 материалов по темам и по форматам. Минута рекламы нового репортера. Да, ну, в общем, тоже рабочий инструмент. Попробуйте, если кто-то не пробовал. Я могу сказать, что у нас достаточно мало времени, я не могу все прям аспекты вам рассказать по поводу построенческого бренда. Есть книги, кому она интересна, можете посмотреть в интернете. Я не знаю, здесь вряд ли продается в книжных магазинах, но в Казахстане точно есть. Можно книги издания? Это эксно-издание. Есть в электронном? В электронном есть? Есть. В электронном есть. И смотрите, напоследок, каким образом можно монетизировать? Многие люди спрашивают, как я все хорошо, все классно звучит, как с этого зарабатывать баблос? 8 способов, как можно монетизировать свой личный бренд. Первое. Вы можете быть консультантом и зарабатывать на консультациях, на консалтинге. Да? То есть кажется, что как-то звучит наивненько, но поверьте, это уже хорошие деньги на рынке, и многие с этого достаточно серьезно понимают. Второе. Это продажа информационных продуктов. Вы можете делать любые чек-листы, книги, там различные сводки, анализы, рынки и так далее. То есть вы можете это все упаковывать в онлайн-документы и продавать. Издание книг как вариант. Четвертое, если вы проводите какие-то ивенты, то за счет личного бренда вам, конечно же, будет проще проработать спонсоров. Пятое, это партнерский маркетинг, когда вы привлекаете к коллаборации, к взаимодействию уже других блогеров и за счет объединенной вот этой медиа-силы продвигаете тот или иной ивент, либо событие, либо что-то может быть, какой-то ваш проект. Шестое, это организация тренингов, семинаров. Седьмое, это уникальные, кстати, возможности инфоплатформ. Завтра на Speed-Dating, да, мы будем рассказывать о возможностях онлайн-обучения, то есть каким образом можно сейчас зарабатывать на онлайн-обучении, на создании онлайн-школ. То есть, предположим, вы эксперт в чем-то, вы хорошо пишете тексты, вы классный фотограф, у вас там, я не знаю, гениальность какая-то проявлена в рамках факт-чекинга. Неважно, сейчас вообще не важно, что вы умеете делать хорошо. Важно, как вы это все упакуете, и вы можете на этом зарабатывать через создание онлайн-школ. Онлайн-школ – это тренд 2019 года, огромный рынок, и я знаю очень много примеров, когда люди, запуская вот эти онлайн-школы, прям очень хорошо, очень серьезно продвинули себя как личный бренд, еще на этом заработали. Ну и последнее, это восьмое, это лицензионные возможности. Вокруг личного бренда всегда есть комьюнити, сообщество, которые готовы что-то покупать. Кстати, насчет еды. У нас вот действительно есть блогеры из команды YouFrame, да, которые продвигают, например, там, бренд блогера Жека. И под его именем сейчас в Казахстане огромное количество уже точек питания. Это и бургерные, насколько я знаю, там и мороженое. YouFrame бургер появился, это сеть уже, которая конкурирует там с Макдональдсом. То есть это серьезного уровня бизнес, который строится на имени. То есть предоставляет возможность именно лицензирования своих продуктов. Ну и в конце хотел бы привести слова Иосифа Бродского: будьте тем, чем другие не были, и настройтесь на успех, наройте свои сильные стороны и продвигайте свой личный бренд, несмотря ни на что. Спасибо вам за внимание.